Объем задолженности по налогам в Таджикистане по итогам прошлого года вырос почти до 85 миллионов долларов. Значительная часть этих долгов приходится на крупные предприятия республики, сообщает Минфин Таджикистана. Почему таджикам просто не могут включить свет? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете реальные причины отключения без притворства руководства. Лидирует по неуплате налогов с большим отрывом электрохолдинг Барки Таджик, который задолжал в бюджет около 20 миллионов долларов. Монополист является полностью государственным предприятием, руководство которого назначается правительством. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новостях на нашем канале. И мы вам расскажем реальную ситуацию в Таджикистане. Мы уже много раз обсуждали отключение, но теперь решили найти истоки этой проблемы. Специалисты говорят, что инфраструктура отрасли находится в исправном положении, а вся проблема заключается в нехватке водно-энергетических ресурсов. В последние месяцы дождевых осадков на территории Таджикистана не было, и мы с вами об этом прекрасно знаем. В высокогорных районах идет снег, температура минусовая, снег не тает, реки обмелели. Если мы сейчас будем интенсивно использовать воду с водохранилища Нурекской ГЭС, то в феврале-марте ее вообще не останется, и мы столкнемся с большей неприятностью, сказал таджикский энергетик Камалидин Сираджидинов. Другие энергетики на условиях анонимности говорят, что уровень воды в резервуаре Нурекской ГЭС, который вырабатывается больше половины всей производимой в стране электроэнергии, намного ниже, чем в прошлые годы. Они отмечают, что на начало осенне-зимнего периода, когда из-за сокращения притока реки Вахш приступают к использованию накопленных запасов, водохранилище не удалось заполнить на 2 метра до максимальной отметки. Данную информацию отчасти подтвердили в региональных подразделениях Барки Тачик. Так, на днях ОАО «Шабакахо» и «Барки Кулоп» сообщили, что отключение света в Кулябском регионе связано с тем, что уровень воды в Нурекском водохранилище на 2,5 метра ниже по сравнению с этим же периодом прошлого года. Недобор воды летом нынешнего сравнительно маловодного года источники объясняют холостым водосбросом по просьбе соседних стран во время поливного сезона. В пользу вероятности таких действий в определенной степени говорит одно небольшое сообщение, которое было размещено на официальном сайте Минводхоза Узбекистана в июле. На нем подчеркивалось, что достигнута договоренность с таджикскими энергетиками по поводу дополнительного забора воды из Таджикского моря. Предполагается Кайракумское водохранилище для полива сельхозугодий в Узбекистане. Соседям мы, конечно же, помогли, а таджики живите как хотите теперь. Отмечалось, что для водозабора из резервуара выделялись материально-технические ресурсы на сумму 1,5 миллиарда сумов, около 150 тысяч долларов, которые после использования будут безвозмездно переданы Таджикистану. Это, конечно же, все хорошо, но теперь нам придется очень долго сидеть без света. Впрочем, наши энергетики еще летом, удовлетворяя обращение соседних стран, понимали неизбежность возвращения к лимиту и старались морально подготавливать к этому и население. В июле энергохолдинг вдруг заявил, что будет лимит. Объяснялось это падением притока воды в реке Вахш и проблемами с заполнением водохранилища Нурекской ГЭС. Но никто не рассказал о том, что они направили воду в Узбекистан. Но уже в начале сентября Барки Тачик сообщил, что резервуар каким-то чудом заполнен до максимальной отметки. При этом жители сельских местностей тогда жаловались на частоту и длительность отключения света. Что-то похоже, это все на ложь. О добрососедском отношении наших властей также говорят опубликованные недавно официальные данные, что в октябре этого года, когда внутренние потребители оставались без света, электроэнергия экспортировалась на сумму около 2 миллионов долларов. То есть, по сути, страна зарабатывает, а люди должны сидеть без света в угоду нашему правительству. Как вы относитесь к тому, что из-за помощи соседям и зарабатывания государства мы теперь сидим без света, но при этом непонятно, куда пошли эти деньги, потому что населению об этом даже не рассказывали? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Всемирный банк в мае нынешнего года утвердил грант для финансового оздоровления электроэнергетической системы Таджикистана в размере 134 миллиона долларов, предварительно оценив и выявив 5 ключевых проблем, с которыми сталкивается Барки Тачик. Давайте о них поговорим, они достаточно интересные. Проблема номер 1. Бедственное положение из-за тарифов ниже уровня возмещения затрат, неустойчивого и растущего уровня долга, низкий показатель сбора за поставленную электроэнергию, операционной неэффективности, ограниченных возможностей для экспорта электроэнергии, амортизации самани по отношению к доллару, что привело к значительному ухудшению финансового положения Барки Тачик с серьезным дефицитом денежных потоков.
Проблема вторая. Хищение из-за неразвитой финансовой отечности. Наверное, это самая большая проблема Таджикистана. Финансовая проблема Барки Тачик также связывает с отсутствием планирования инвестиций и расходов и проблемами в бухгалтерском учете и финансовой отчетности. В бухгалтерской сфере не все в порядке. Проблема третья. Ветхая инфраструктура. Финансовые трудности Барки Тачик повлияли на надежность электроснабжения, которая ухудшилась из-за ветхости крупнейших генерирующих станций, устаревания и недостаточного обслуживания сетей передачи и распределения электроэнергии. Несмотря на то, что они каждый период времени говорят, что они ее чинят, на самом деле серьезного ничего там не происходит. И вся система устарела. Проблема четвертая. Ограниченные рынки сбыта при летнем избытке энергии. Электроэнергию экспортируют, но на самом деле делают это неумело, воруя половину дохода, и таким образом, по сути, в казну страны ничего не приходит. И, конечно же, долговая яма, из которой мы не скоро выберемся. Барки Тачик является наиболее крупным должником среди таджикских предприятий. Компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками. Общий объем задолженности холдинга на начало этого года составил 26 миллиардов самани, около 2,5 миллиардов долларов по среднему курсу в нынешнем году. Это почти общий объем госбюджета страны на 2021 год и треть прошлогоднего ВВП республики. В Минэнерго связывали рост объема этих задолженностей в первую очередь с курсовыми изменениями. Дело в том, что кредиты на реализацию инвестпроектов были привлечены в американской валюте, который за последние годы заметно укрепился по отношению к таджикской валюте. И как отмечают эксперты, большая часть этих гигантов напрямую или косвенно контролируется семьей Эмомали Рахмона. На этом у нас все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи. Будем дальше разбираться в этой проблеме.